Судебная коллегия Бишкекского городского суда в составе Айвара Кубатова, Нурлана Коджумбердиева и Алмаза Калбаева сегодня, 15 июля, в предцентре Верховного суда дала разъяснение по уголовному делу об изнасиловании в Сокулукском районе 13-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья. Судебная коллегия разъяснила нормы действующего законодательства, которые были применены при разрешении данного уголовного дела. Такое разъяснение было дано для исключения неправильной интерпретации принятого решения, формирования в СМИ и социальных сетях негативного отношения к суду. Также в пресс-конференции была представлена возможность адвокату потерпевшей стороны Чолпон Кудайбердиевой рассказать, по какой причине на протяжении 7 лет дело рассматривалось в различных судебных инстанциях. Напомним, что преступление было совершено в сентябре 2013 года. Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы в июне 2015 года. Тогда Сокулукское РОВД возбудила уголовное дело в сентябре 2015 года. По делу обвинение было предъявлено 2 лицам, которые были несовершеннолетними на тот момент. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Данное уголовное дело направлялось в правоохранительные органы для восполнения пробелов следствия. Этот судебный акт обжаловался до Верховного суда Кыргызской Республики и был оставлен в силе. После восполнения пробелов следствия уголовное дело поступило в Сокулукский районный суд в апреле 2018 года. В апреле 2019 года Сокулукским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении 2 обвиняемых, и они были осуждены. Один к 8 годам, а второй к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Затем приговор Сокулукского районного суда дважды был обжалован вплоть до Верховного суда. После чего в феврале 2022 года уголовное дело было направлено в Бишкекский городской суд для рассмотрения в апелляционном порядке. 13 июля 2022 года обвиняемые были признаны виновными, но были освобождены от наказания в соответствии со статьями пункта 7 статьи 67, статьи 88 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1997 года. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, так как с момента совершения преступления прошло более 9 лет. Также важно отметить, что сроки давности в отношении несовершеннолетних сокращаются наполовину. Отмечаем, что ранее в ходе рабочей поездки по республике председатель Верховного суда неоднократно говорил, что третьим этапом судебной реформы является усердная работа по повышению качества отправления правосудия. Первый этап было 100% повышение заработной платы судей. Вторым этапом стала ротация судей. Также сообщалось, что судебная система замалчивать и утаивать факты процессуальных нарушений не намерена, а только усилит работу над повышением качества отправления правосудия и выработки единой судебной практики. Мною было принято 24 мая 2022 года. Первое заседание мы назначили 13 июня 2022 года к 11 часам. 30 июня 2022 года 2 часа. В связи с ходатайством адвоката о вызове свидетелей и эксперта было отложено на 12 июля. 12 июля 2022 года 14:00 часов в связи с тем, что у адвоката другой процесс в другом судебном заседании, отложено было на 13 июля 2022 года к 15:00. И в этот же день мы вынесли приговор. Мындай кылмыштар 15 жыл срок давности. Ал эми ошол эле статьянын 88 статьяга ылайык, эгер жаш балдар кыла турган болсо, 18 жашка чейинки балдар тарабынан кылына турган болсо, бул жарымына кыскартылат деп көрсөтүлгөн. Ошондо 15 жылдын жарымы 7,5 жыл. Азыр болсо окуя болгондон бери 9 жыл өтүп атат. Ошондуктан соттук коллегия бардык тараптарды угуп туруп, мыйзамдын негизинде анан чечим чыгарып атат. В Уголовном кодексе прям в статье 12 написано, что применяется та норма закона, которая со времени совершения преступления облегчает уголовно-правовые последствия. В связи с чем нами было принято применить нормы 1997 года, и они не были освобождены или не были оправданы, они были признаны виновны, но освобождены от назначенного наказания. Основная причина ротации, основная цель направления этой деятельности, этой реформы заключалась в том, чтобы не допускать вот такие нормы, чтобы не допускать волокиты дел
Поэтому, я думаю, в связи с проведением вот таких ротационных мероприятий было принято решение в течение месяца Бишкекским городским судом.